Қайырлы күн, құрметті достар. Тәуелсіздік ұраны рухани өмір шырағы атты жобаны жалғастырып отырмыз. Үшінші кезең 1996-2000 жылдары. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем проект «Тәуелсіздік ұраны. Рухани өмір шырағы», посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан. Третий период с 1996 по 2000 годы. 30-летие независимости нашей страны – это период подведения итогов развития нашего молодого государства, дальнейшее определение путей его развития. Со дня приобретения страной независимости Степногорск развивался, но, несмотря на все сложности, трудности всех этапов, благодаря поддержке главы государства, правительства, руководства области, депутатов Мажилиса и Сената парламента Республики Казахстан. Развитие и достижения Казахстана на примере города Степногорска мы продолжаем рассматривать по следующим направлениям: экономика и социальное развитие, модернизация, образование, культура и спорт. Мы надеемся, что наш проект, где собрана информация о нашем городе, позволит нашему будущему поколению путем использования предоставленной информации еще больше узнать о тех или иных достижениях, а также рассказывать молодому поколению о том, что нельзя забывать об истории города и страны. 1996 год. Решением правительства Республики Казахстан целинный горно-химический комбинат передан в управление канадской компании Worldwide Minerals. 1997 год. На базе городского музея была создана Ишимская археологическая экспедиция, руководителем которой являлся академик Академии наук, доктор исторических наук Кемаль Акишев. Возглавила руководство археологическими раскопками старший сотрудник Института археологии Хабдулина Марал Калымжановна. Звание получает в этот же год хор под руководством Нины Литвиновой. Теперь это Академический народный хор Республики Казахстан. В 1997 году, также в ноябре, создается клуб творческих людей «Степная флейта», где были собраны все приглашенные поэты города. 7 ноября прошла презентация клуба. В 1998 году открыта детская православная воскресная школа. Перед зданием Степногорского гуманитарно-технического колледжа установлен памятник в 1998 году Льву Николаевичу Гумилеву. В 1999 году в сентябре происходит открытие Степногорской областной школы-интерната для одаренных в спорте детей ОШСД имени Бугимбай-Батыра. В декабре создано акционерное общество АО СПЗ на базе ГПЗ-16. 2000 год. В апреле АО СПЗ выпустила 20-миллионный подшипник. В 2000 году, 16 августа, в Степногорске побывал Нурсултан Назарбаев, наш первый президент. Он посетил ТО «Биокорм», СПЗ, зону отдыха на реке Селите, встретился с населением на центральной площади города. На базе лицея номер 2 в 2000 году открыт областной пансионат для одаренных детей «Булашак». Дорогие друзья, на этом мы не завершаем наш проект, а продолжим ее в следующем эфире. До свидания, до новых встреч.